Доброго времени суток, дорогие друзья, любители спорта, в частности баскетбола. Национальная вещательная компания «Саха» специально для вас начинает прямую трансляцию заключительного, пятого по счету соревновательного дня чемпионата республики по этому замечательному виду спорта. Итак, у нас сегодня последний день, и просмотр этого дня мы начнем с бронзового финала. Ну, давайте сразу перейдем к составам играющих команд. Перед вами команда Хангаласского Улуса. 6-й номер Сергей Габайдулин, 7-й Павел Антонов, 8-й Евгений Козлов, 9-й Владимир Макаров, 10-й Алексей Иванов, 12-й Александр Огарев, 20-й Вячеслав Ефимов, 15-й Дмитрий Максимов, 24-й Сергей Летунов, 17-й Дмитрий Белодеров, 23-й Денис Чуев и 25-й номер Павел Артемьев. Главный тренер команды Александр Вострецов. Ну и сейчас в скором времени мы увидим состав Ленского района, но у нас игра уже начинается. Ну что ж, знакомимся с составом Ленского района по ходу встречи. Ну а для вас у микрофонов работаем мы, я, Власий Сергеев, и главный судья чемпионата Армен Оганесян. Здравствуйте. Ну что ж, нас с вами ждет, конечно же, интересная игра. Это бесспорно, так как на кону бронзовые медали, право взойти на третью ступень пьедестала. 5 дней у нас под сводами спортивного комплекса «Стерх» у нас проходили баскетбольные баталии. Не только этот объект, но еще и в Досуне также проходили. Ну и финальный день у нас, конечно, проходит здесь. Итак, давайте мы пройдемся по составу Ленского района. Итак, у нас заявлены 6-й номер Андрей Клепцов, 8-й Сергей Сидоров, 7-й Виталий Говоруха, 9-й Валерий Перфилов, 2-й номер Георгий Рыжев, 13-й Дмитрий Гостев, 10-й Максим Овчинников, 5-й Марк Шашин, 11-й Павел Шашин и 1-й номер Александр Стариков, главный тренер команды Николай Ещеркин. Ну что ж, Армен, если говорить в целом об этом чемпионате, вообще каков уровень, и, конечно же, у нас известно, да, то, что спорт продолжает возвращаться в прежнее русло. Первое соревнование такое крупное в этом календарном году после локдауна, после перерыва связанный с пандемией. Да, вообще в целом, каков уровень игры? Ну, если судить последние 2-3 года, то уровень прям здорово вырос. Раньше такие команды, скажем, как Сунтарский Улус, Верхний Вилюйский, Амга, Усть-Алдан, они не заявлялись. Благодаря таким спартакиадам, как Игры народов Якутии, так как включили зачет, баскетбол, начиная с Нанцев с 2014 года, такие команды начали заявляться. И, соответственно, и уровень в районах уже такой более высокий стал. И они на Лиге города заявляются, играют вот эти команды районов прям с полной командой, чтобы уже более подготовлены быть к Играм народов. Ну, действительно, чем больше соревнуешься, тем, собственно, играешь лучше, да, это предельно ясно, логично, действительно очень хорошо, что включается в программы наших спартакиад, да, якутских, это действительно сказывается только лучшим и лучшим образом. У нас первые секунды встречи, напоминаем, что это бронзовый финал, 3 очка, плюс 3 у Хангаласского Улуса. Кстати, Хангаласский Улус финалист прошлогоднего чемпионата. Да, в прошлом году Хангаласский Улус в финале встречались с городом Якутска. Чемпионами стали Якутск со счетом 68-59, одержали победу. Это, кстати, 2 года подряд с таким счетом Якутск обыгрывает Хангаласский Улус в финале. Магия чисел, да, прям? Да. Ну, появилось у нас табло, будет легче ориентироваться, да, вот кто ведет. У нас сейчас первое результативное действие в исполнении баскетболистов из Ленского района. 5-2 сейчас, плюс 3 у хангаласских баскетболистов. Кстати, забегая вперед, сегодня в 16:00 мы начнем прямую трансляцию финала, где сыграет Якутск и Нерюнгринский район. А пока все внимание, конечно, на этот матч. Матч за 3-е место. Хангаласский Улус. Они в синей форме. И, соответственно, баскетболисты Ленского района в белых майках и белых шортах. Продолжается у нас декада, да, такая командных видов спорта. У нас уже на паркет в этом году выходили и представители мини-футбола. Также у нас волейболисты уже разыграли чемпионат среди всех лиг, среди мужских и женских дивизионов. А сегодня у нас, кстати, завершился турнир среди женщин. Да, вот как раз сейчас у нас было награждение. По итогам турнира у нас бессменные лидеры республики, это сборная города Якутска. Они каждый год и с хорошим отрывом выигрывают республику. На вторую строчку пьедестала у нас, получается, вылились команда Усть-Алданского Улуса. И 3-е место заняла команда Сунтарского Улуса. Сердечно поздравляем победителей и призеров этих соревнований. Себе такой приятный сюрприз в преддверии Международного женского дня устроили, да?
Но я думаю, сегодня участники мужских финалов тоже с медальками, да, отправятся в магазины Да. за цветами. Но мы в этом году, получается, по срокам маленько сдвинулись. В том году, допустим, я вот помню, финальные игры у нас были 8 марта, ровно год назад. И после этого, получается, у нас никаких соревнований не было. Это вот республика закончили, вот и начинаем как раз чемпионат республики после пандемии. Да, тем временем прекрасный бросок из-за пределов дуги Георгий Рыжов исполнил. У нас счет сравнялся 5-5. Ленский район против Хангаласского Улуса. Ну и, как я понимаю, вот этот спортивный комплекс, да, вот Стерх, он потихонечку вот стал центром, да, якутского баскетбола. И вот раньше помню, например, в 2018 году, как последний раз мы работали, ну, вели трансляцию баскетбола, тогда чемпионат республики, и во Дворце спорта 50 лет Победы проходил. И можем ли мы сказать, то, что сейчас Стерх у нас вот это база, это центр баскетбола якутского? Ну да, как бы для этого здесь, в принципе, много что сделано. Как бы хорошие кольца, хороший баскетбольный паркет, что как бы немаловажно для проведения соревнований такого уровня. Ну и плюс как бы подход руководства. Спортивного комплекса. Да, конечно. Но тут действительно условия есть, это можно видеть даже невооруженным взглядом. Снова в атаке линчане и снова успешно. По 7 очков. Ну, я думаю, дорогие друзья, все любители спорта, да, сейчас вот радуются, то, что действительно вот спорт наконец-то, да, уже вот продолжает возвращаться к прежнему режиму, в прежнее русло. Возобновляются соревнования самого высокого масштаба, если мы говорим о международных турнирах и так далее, да, хоть и с ограничениями, но возвращается. Якутский спорт не исключение, конечно, у нас продолжается вот раз за разом проводиться чемпионаты республики по различным видам спорта. И сегодня у нас заключительный день праздника баскетбола. Как вам такой бросок, дорогие друзья? Это Андрей Клепцов продемонстрировал свою точность. Вот, Армен, вот сколько я общался, да, вот среди моих знакомых, конечно, очень много любителей спорта, в частности баскетбола, и все интересуются, вот, будут ли на республике у нас вот в финале там данки, все это, все вот вопрос такого рода, вот. Ну и рост вот средний, да, какой у нас. Я думаю, возможно, мы сегодня увидим данки, так как что в команде города Якутска, что Нервинского района есть игроки, которые спокойно могут данковать во время игры. Ну да, но я тоже очень надеюсь сегодня увидеть, да, парочку хороших данков. Это, конечно же, украшение для, ну, соревнований любого масштаба. Красота баскетбола. Да, но я думаю, все равно игра будет, ну, если забегать вперед, финальная хорошая, будет накальная такая. Ну, каждый год Якутск и Нерюнгри всегда в финале, и, ну, хороший уровень игры показывают данные команды. Да, я думаю, то, что Нерюнгри и Якутск, это уже, ну, смело можно назвать классикой, да, якутского баскетбола. Вот помню, да, в последний раз, когда вот финал смотрел, тоже там Якутск-Нерюнгри. Это я все вспоминаю 18-й год, вот Бах, товарища помню, вот интервью. Бас, да, извиняюсь. Да. Вот после матча очень эмоциональное интервью давал. Радовались тогда. Кстати, тогда, да, Якутск проиграл в том году, как я помню. Да, это, наверное, 18-й год был. Ну и сегодня вот. А если посчитать вот последние годы, кто ведет? Ну, Якутск. Ну, вот как раз таки в 18 году, вот, как бы я с 2006 года, скажем, на республике уже принимаю участие каждый год. И на моей памяти, что вот, Нерюнгри вот один раз только выиграл. Вот в 18 году, ага. Да. Остальные года только Якутск. Ну вот очень интересно будет, конечно, посмотреть, что же будет сегодня в нынешнем финале. Ну а сейчас мы видим то, что у нас продолжается борьба за бронзовые медали чемпионата. Команда Ленского района ведет плюс 4. 11-7 и сейчас 2 очка читается. И еще один штрафной бросок. Так, и минутный перерыв, по всей видимости, у нас ввела команда Ленского района, да? Наверное, Хангаласского района. Хангаласского. Ну и сейчас ровно минута будет у тренеров для того, чтобы внести какие-то коррективы, подсказать своим игрокам. Ну а сейчас режиссер нашей телетрансляции предлагает самые яркие моменты дебюта нашего бронзового финала. Ну, вот из-под кольца очень красиво сыграл в этом Алексей Иванов. Первые 5 очков.
Вот хорошая перепасовка и вот тот самый бросок, да. Хорошие действия, ну, смотришь, и чем вам не хайлайт, ну, единой лиги ВТБ, скажем, да? Ну, а что, может быть, наши телезрители совсем есть такие, да, которые не в курсе правил баскетбола. Мы играем 4 периода по 10 минут, 4 периода согласно по 10 минут. правилам ФИБА, да? Да, ну, международным правилам. Ну, NBA вроде больше играет, Да, да? в NBA там играет 4 периода по 12 минут. Угу. У нас 4 по 10. В случае фиксации ничейного исхода, экстра тайм, как я понимаю. Ну, дополнительное время, как бы 5 минут. Там очки сохраняются, командные фолы также все остается. Просто дополнительное время идет 5 минут. Бросок какой на 3 очка. Только что вы видели, дорогие друзья. Забивает Дмитрий Гостев. Ну и, конечно, у нас соревнования проходят с соблюдением всех мер безопасности. Раздевалки, конечно, предоставляются отдельные, учитывается время. То есть, если одна команда заняла раздевалку, выходит через определенное время, другая команда может занять. Для этого мы сделали расписание такое. Ну, обычно, как правило, по 1,5 часа между играми. Тут как бы вчера 1:45, сегодня между бронзовым и золотым финалом сделали 2 часа разница, чтобы команды не встречались в раздевалках. Да, конечно, вот, с учетом всех этих мер у нас составлено расписание, ну и проводятся соревнования, как тоже, конечно, с мерами безопасности. Итак, 14-7 в пользу Ленского района. Так, персональное замечание получает игрок под номером 6 Клепцов Андрей. И Ленский район в атаке. Посмотрим, что они придумают на сей раз. Хорошая передача из-под кольца. Не получилось забросить мяч. И в ответ сейчас Магалатский Улус что придумает? Ух! 2 очка Дмитрий Белозеров. Залетел Дмитрий в воздух. И отставание в счете сократил на 2 очка. Ну вот все любители спорта вот знают, да, то, что у нас на Западе, кстати, ну в России тоже вот проводятся же вот интересные такие конкурсы, да, вот матч всех звезд и так далее. Вот. Что касается якутской практики, вот проводились ли такого рода мероприятия? Мы проводили, наверное, где-то в 2013 то ли в 2014 году матч всех звезд. Мы как бы, ну, везде же свои как бы правила, нюансы. Мы в тот раз решили провести в таком формате, что вот команда, которая чемпион лиги города Якутска, тогда Куджа. Да, название команды. Да, ну я сам в этой команде играл, помню. И получается, мы командой Куджа играли против сборной. Ну, победительница чемпионата, да, получается? Победитель чемпионата играет там против сборной лиги. Там со всех команд, ну, по идее, в баскетболе у нас, как правило, 12 игроков заявляется на каждую игру. Мы как бы сделали, чтобы больше людей охватить, до 20 человек. Увеличили количество игроков. И также проводили данки. Ну, в принципе, на чемпионате республики я вот не помню, что проводили конкурсы какие-то. Ну, не знаю, в далеком будущем, возможно, у нас тоже такое будет. Я думаю, немало участников будет на тех же данках. Ну, к сожалению, то, что у нас залов не такое большое количество, что позволило бы нам провести конкурс трехочковых бросков и слэмданков. Ну, в будущем надеемся, что будет такая возможность. Ну вот мы видели, как Дмитрий Гостев реализовал 2 штрафных броска, по баллу он принес, 16-9. Ну и продолжая разговор, да, об этих конкурсах, действительно было бы в будущем очень интересно в рамках чемпионата республики, да, вот, например, основную соревновательную часть завершить, и потом уже вот конкурс данков, да? Да, когда уже все отыграли, отдохнули и свежими силами. Было бы здорово. Ну и видим... Это у нас Георгий Рыжов всегда вот исполняет роль основания ромба, да, разыгрывающая, так сказать. И очень активно командует вот своим сокомандникам, подсказывает очень громко.
Первый номер — это такой игрок, который, ну скажем, мозг команды, который расставляет всех игроков, комбинации. Ну, что, собственно, очень ярко нам демонстрирует Георгий, да, очень такой громкий голос у второго номера. Да, без таких игроков всегда тяжело развивать атаку, расставлять игроков. Там уже приходится всегда импровизировать игрокам. Ну вот в очередной раз повторяется эта ситуация. Сейчас мяч у нас с левой стороны дуги. Посмотрим, что из этого придумают линчане. И бросок на 2 очка. Нет, не точно. Перехватывает Ленский район. И 3 очка от Дмитрия Гостева. 19-11. И у нас остается-то играть меньше 10 секунд в первом периоде. Ну и последний шанс, наверное, сократить отставание. И доведем дело до броска. Да, есть бросок, но, к сожалению, не точно. 19-11. С таким счетом у нас завершается первый период. Напомним то, что по правилам, международным правилам, мы играем 4 периода по 10 минут. Ну что ж, если резюмировать вот первый период, Армен, какие впечатления, вот как себя показывает Хангаласский Улус и как играет линчане? Ну, линчане, в принципе, хорошо начали и издалека атакуют. Вот Дмитрий Гостев попал в несколько трехочковых. На его счету уже 10 очков. Больше половины командных. Из 19, получается, 10 у него на счету. Ну, Хангаласский Улус, ну, хорошее начало 5-0, но потом инициативу перехватили Ленский район. И, получается, средние броски трехочковые что-то у хангаласских не идет. Ну, действительно, да, вот хангалские баскетболисты провели очень яркое начало, действительно, плюс 5, смотрелось очень здорово, но линчане потом включились, и сейчас мы видим то, что счет уже 19-11 в пользу линчан по итогам первого периода. Ну вот все вот знают, да, то, что в промышленных районах, в городах республики, да, у нас с командными видами спорта всегда было все в порядке. Это касается волейбола, мини-футбола, футбола, баскетбола также. Вот что касается Хангаласского Улуса, мы говорим о том, что прошлогодний финалист 2 раза подряд вот выходили в финал чемпионата республики, а это многого стоит, согласитесь. Вот какие еще вот районы у нас, не относящиеся к промышленным, очень хорошо себя показывают? И как же так получилось, что в Хангаласке вот настолько хорошо играет баскетбол, что всегда вот в решающих матчах они участвуют? Ну, если, скажем, вспомнить историю, то вот игры народа 2014 года в Намсах, которые проводились тогда, Хангаласский Улус заняли 9 место. И ну, тогда, в принципе, игроки играли в разных командах Лиги города. Ну, в основном все игроки, ну, проживают в городе Якутске, ну, здесь живут, работают. Ну, сейчас уже студентов нет, на тот момент были там больше 50% студентов. Ну и после, скажем, обидного поражения игр народов решили сделать одну команду и играть на Лиге города. Ну и, соответственно, чтобы сыгранная была команда на республике. Ну, как бы, скажем, результат налицо. Из года в год, начиная с 2017 года, команда вот первый раз заняла 3-е место, ну и постоянно в призерах. Ну, если взять такие непромышленные, скажем, районы, это в первую очередь можно отметить Вилюйский Улус. Там, в принципе, состав хороший, из года в год ребята прибавляют, показывают хороший баскетбол. Ну, вот в том году, кстати, они заняли 3-е место. Ну, в принципе, можно сказать, что вот последние 2 года то, что Хангаласский Улус выходил в финал, и там Ленский, и Намский район занимали 3-е места, это сборная команда Нервинского района, как бы их не было. Ну, это, конечно, для них плюс. Появилась возможность попасть в призеры. Вот. А в этом году вот Вилюйский Улус, получается, в 1/4 встретились как раз-таки с Хангаласским Улусом. И там Хангаласский Улус победили со счетом 62-49. Кстати, вот о цифрах, да, если говорить, вот тоже у меня вот интересовались товарищи, знакомые. Счет у нас обычно какой в Якутии? Ну, финальный счет, в принципе, ну вот, допустим, взять, если игру Якутск-Нерюнгри, там команды показывают хорошую защиту, что Ленск, что Якутск, что Нерюнгри. То есть при такой защите очень сложно набирать легкие очки. Ну, максимум, вот, на моей памяти, что
Якутск выигрывали 76, 60 с чем-то получается. Вот один год был. Вот 76 где-то. Вот я В принципе, помню, больше. отставание такое небольшое, да? Да, да. Там тогда плюс 14 Якутск выиграли. А так даже год был, что у нас, вот когда, кстати, Нерюнгри выиграл, там счет был 50 там с чем-то максимум. То есть на две команды набрали где-то 100-110 очков максимум. В принципе, как бы мало. Ну, тогда вот, повторюсь, защита была очень на высоком уровне. Ну, то есть именно вот оборонительный стиль игры, то есть то, что защита хорошо играет, это сказывается на том, что вот у нас больше 100 там Ну, да, не бывает. Ну и плюс, если, как говорится, если у команды полетело, то там никакая защита не поможет. Все может быть, да? Да. Тем временем у нас 21-11. Впереди по-прежнему команда Ленского района и нарушение правил. Артемьев Павел получает третье персональное замечание. И сразу же тренер меняет игрока, чтобы не получить четвертый. У нас ну, До 5 же было, да? да, 5 фолов. Это удаление. Да, и сразу удаление. Игрок уже не принимает участие. Так, Виталий Говорухов у нас реализовал один бросок из 2 штрафных. И сейчас у нас хангаласские баскетболисты в атаке. Да, преимущество Ленского района уже двузначное. Плюс 11 очков. Да, вот, Армен, как по-вашему кажется, вот Ленский район действительно обеспечил себе уже двукратное преимущество, да, вот по ходу этой игры. Вот как играет Ленский район и что нужно противопоставить, что нужно сделать баскетболистам из Хангаласской области, чтобы сократить отставание, перегнать, догнать? Ну, в принципе, даже невооруженным глазом видно, что как бы команда такая, ну, скажем, высокорослая, ну, соответственно, как бы, ну, как правило, такая команда, ну, медлительная бывает, ну, быстро не развивает атаки и, соответственно, быстро не возвращается в защиту. Против таких команд, ну, конечно, надо играть в быстрый баскетбол. То есть повышать темп нужно хангаласским баскетболистам, предлагать более высокие скорости. Но действительно мы можем заметить, да, вот по телевизионной картинке с общего плана, то, что ленчане действительно очень рослая команда. Да, у них, допустим, центровой команды, лучший центровой, кстати, прошлогоднего чемпионата республики во второй лиге, гости Дмитрий. У него рост около 2 метров, ну, я думаю, даже 2 метра, наверное, весит. Насколько мне известно, он играет в городе Москве, ну, или в Московской области. Там команда у них БК Мотор вроде бы. Это чемпионат Мособласти. Да, Мособласти. Там у них, ну, там довольно много команд и очень много лиг разных. Вот в одной из лиг вот Гостев Дмитрий играет. Так, и сейчас штрафные броски будет исполнять Александр. Да, Огарев Александр. Первый бросок не точно. И смотрим. Второй. Есть. 12-22. И у нас меньше 7 минут остается играть во втором периоде. И вот в ходе нашего разговора, да, вот мы говорили о том, что очень большое значение имеют регулярные соревнования. То есть одно дело это когда, например, проводится чемпионат, да, вот собрались один раз, ну там 5 дней поиграли, выявили сильнейших призеров и разошлись, как бы, да. Вот очень важно, чтобы действительно в любом виде спорта было регулярное первенство, потому что постоянная практика, это, конечно, сказывается на общем развитии этого вида спорта в регионе. И пока что, к сожалению, у нас, конечно, регулярные чемпионаты стоят, не дали еще добро. Как я знаю, вот на уровне вот республиканских можно проводить, да, сейчас, как я это понимаю сейчас. А вот регулярные соревнования, например, чемпионат по баскетболу у нас регулярка не идет же. Ну, нет, вот буквально вот, в период республики, вот до начала республики как бы было принято решение спорткомитетом города Якутска возобновлять как раз таки вот соревнования. То есть в ближайшее время уже? Да, я думаю, ну, через неделю, наверное, не начнем. Надо будет отдохнуть после республики, так как Это у нас да. республика 6 дней идет. Вот сегодня 5-й игровой день, 2 числа у нас был день приезда. Я думаю, недельку отдохнем и возобновим уже Лигу города. Очень хорошие новости. И я надеюсь, что по другим видам также. Вот волейбол, мини-футбол у нас тоже регулярное первенство. Собирает очень много команд. Кстати, вот у нас в баскетболе в регулярке сколько команд участвует в Якутске?
Так, ну, в первой лиге города Якутска получается 10 команд. Во второй лиге у нас в этом году... в этом году мы объединили вторую и третью лигу. То есть... Да, будет там порядка 20 команд. Там, то есть во второй лиге 2 подгруппы по 10 и 11 команд. И женская лига, там 6 команд. Они как бы играют в круговую. Ну, цифры-то приличные. Вот здорово, что возобновятся у нас регулярные соревнования. Но я уверен, в Ленске, вот в Алдане тоже свои лиги, конечно же, есть. И они тоже, наверное, им добро дадут и начнут тоже регулярно соревноваться. А если говорить об этом чемпионате, мы знаем то, что он проводится также по лигам. Мы вот наблюдаем, например, сейчас финальную часть первой лиги. Нет. По лигам проводили в том году. В этом году управление спорта республики объединили, да? Было принято решение проводить без лиг. То есть заявляются... Все. Да, все. Все и все в одной лиге, да. Ну, тоже, с одной стороны, это упрощает, да, то иногда вот некоторые люди не понимают, вот первая лига, как понять, вторая лига, да? А тут все сразу вот зашли и, получается, соревнуются за право взойти на высшую ступень пьедестала. 22-17, и у нас чуть больше 5 минут остается играть во втором периоде. Хангалас-Кус сделали 2 атаки, заработали 5 очков и сократили отрыв уже до 5 очков. Да, существенно сократили отставание. Ленский район уже порядка 3 минут не набирает очков. Ну, вот ближе к середине, наверное, да, вот в начале второго периода у нас 22-11 счет был. Ну и сейчас мы видим совсем другая картина. Напоминаем нашим телезрителям, что мы находимся в спортивном комплексе «Стерх». И это у нас бронзовый финал чемпионата республики. Так, что тут у нас? Чувствуется, да, напряжение? Представители команд у нас и игроки в целом заряжаются. На кону бронзовые медали чемпионата. Ну вот я замечаю, раз за разом вот эта зона у нас остается свободной. И вот сейчас тоже с этой зоны 2 очка приходят. Да, команда Хангалас-Куса после тайм-аута решили прессинговать после каждого забитого мяча сразу на площадку. То есть зонный прессинг играет. Остановлена эта атака, и посмотрим, что сейчас придумают баскетболисты из Хангаласского Улуса. Она тут небрежная работа с мячом, и в итоге потеря. Но по уровню шума даже можно уже заметить то, что у нас игра идет вовсю. Больше криков, порой даже очень эмоциональных криков. Трехочковый бросок не прошел. Борьба под кольцом. 24-20. Плюс 4 у Ленского. Так, второе персональное замечание получает игрок команды Ленского района Говоруха Виталий. Да, еще раз отметим для наших дорогих телезрителей то, что у нас до 5 фолов. Счет 24-23 в пользу Ленского района. Очень красивый бросок получился, и отставание уже в счете минимальное. Да, после попадания Чуева Дениса Трехочкова. Тут в первой попытке укротить мяч не получилось. Тем не менее, продолжается атака Глазского Улуса, и у нас нарушение. Да, Огарев Александр зарабатывает фол при броске и сейчас станет на линию штрафного броска. Так, и минутный перерыв. Команда Хангаласского района, можно отметить, что сделала хороший рывок. При счете 22-11 сделали рывок в 12-2. Кстати, да, вот Ленский район с этого времени 2 очка заработали где-то в течение 5-6 минут. Ну, начали быстрый баскетбол, в принципе, как я и вначале говорил, что против больших команд надо быстро играть. Вот быстрый баскетбол и плюс прессинг. Во время прессинга есть хорошая вероятность перехватить мяч.
перехватить или вынудить ошибиться соперника. Да? Да. Ну, действительно, пока мы видим то, что это работает. Так, Иванов Алексей пробивает 2 штрафных броска. Честно не заметил, кому-то дали неспортивный фол или технический. Да, в баскетболе у нас фолы, да, вот бывают разные, бывают неспортивные, бывают технические. Итак, смотрим первый бросок. Ну, сегодня что-то, как правило, да, первое что-то не залетает, первый бросок. Ну да, Иванов Алексей пробивал 1 штрафной бросок. Это значит, что кому-то дали технический фол. И сейчас да, Александр Огарев пробивает 2 штрафных броска. Смотрим. Первый мимо. Ну и возможность сравнять счет. Есть. Что он и делает. 24-24. 3 минуты и 37 секунд до конца второго периода. Еще раз напоминаю, что мы играем 4 по 10. И это у нас бронзовый финал чемпионата республики. В белой форме у нас Ленский район. И, соответственно, в темно-синих майках играют у нас представители Хангаласского улуса. В атаке ленчане. Ну, давайте смотреть. Хорошая перепасовка, бросок. Мяч пробирает Огарев Александр. И сразу быстрая атака. Но... Как возвращаются, да, ленчане и тут в корпус сыграли. Хорошая какая передача. Зряче действовал Георгий Рыжов. И как раз у нас вот ракурс был очень хороший в этом моменте. Увидел этот коридор. Первое персональное замечание получает игрок команды Хангаласского улуса Чуев Денис. Лицевой вводит мяч в игру баскетболиста Ленского района. 24-24. Быстрая атака сразу. Вот тут сигнализирует, да, сразу все, что от кого мяч и шел, по их мнению. Сразу давление на судей. Так, пас верхом. Смотрим, ну, в ноги практически шла эта передача на не совсем удобной высоте. Позиционная атака ленчан. И хорошая трешка у нас прилетает. И это опять... Мне показалось, мне показалось, что Георгий бросал на самом деле. Да, это Георгий. Кружок Георгий. Он уже второй трехочковый реализовал. 27-24. Впереди Ленский район. Ну и сокращает тут же отставание. 2 очка Огарев Александр. 27-26. Ноздря в ноздрю идут команды. Преимущество минимальное. У нас до конца второго периода остается 2 минуты. Впереди, так скажем, решающий, можно назвать, третий период. Как правило, в баскетболе третий период все считают решающим. То есть, если как сыграл в этом периоде, ну и... Да, команда, которая, в принципе, по итогам 2 периодов, ну, имеет хорошее преимущество, они, как правило, ну, так скажем, сливают время больше. Стараются как бы больше в защите поиграть, потянуть время, ну, удержать свое преимущество. И Георгий разгоняет атаку своей команды. Тут неточная передача. И будет контратака в исполнении хангаласских баскетболистов. А тут уже ленчане все вернулись. Будет позиционная атака. И бросок за пределов дуги. Мяч остается у Хангаласского района. Еще одна попытка трехочкового броска. Мяч угодил в кольцо. Кстати, если из истории, последний раз вот данные команды встречались тоже в бронзовом финале чемпионата республики. В память не изменяет, 2018 года. Да, 2018 года.
Повторение бронзового финала получается, да, 18 года. Тогда поддержали победу Хангаласский УЛУС. Быстро мяч доставляется до чужой зоны, но успешная попытка бросить трехочковый не получилось. 28-27 впереди баскетболисты Хангаласского УЛУСа. Вышли вперед. Ну и смотрим, меньше 30 секунд. Последняя атака команды. Да. У Ленского района останется где-то примерно 1,5 секунды на атаку. Да, хорошо было бы укрепить преимущество перед тем, как уйти на короткий перерыв. У нас последние секунды и... Так, что у нас было? Ну, Дмитрий Белозеров делает тактический фол, так как командных фолов у Хангаласского УЛУСа 3 было, сейчас 4. То есть у нас командные фолы 5-й пробивается, чтобы остановить быструю атаку. Ну, это... 3 очка, можно сказать, трешка. сирены от Костева Дмитрия. Да. Третье трехочковое попадание. Красивый бросок в исполнении Дмитрия. Собственно, закрывает, да, у нас второй. Сейчас у нас большой перерыв, 5 минут. Да, после второго у нас не 2-минутка, а 5-минутный перерыв. Но я думаю, режиссер нашей телетрансляции в это время предложит вам, дорогие телезрители, повторы, видеоповторы минувшего периода. Ну, а мы, в свою очередь, с Арменом поговорим о том, как же команды провели, получается, первую половину встречи. Если резюмировать, вот Хангаласский, да, вот в один момент проигрывал со счетом 11-22, потом сократили отставание, в один момент даже вышли вперед. И сейчас вот разница в счете-то, она минимальна. 30-28 в пользу Ленского района. Может, что-то надо изменить, Армен, как вы думаете? Или зачем менять, когда все работает? Ну, в принципе, да. Ну, после тайм-аута Хангаласского УЛУСа команда, в принципе, сделали хороший рывок. Я думаю, тренер предложил другую тактику игры. В принципе, они после тайм-аута команды начали сразу прессинговать и играть в быстрый баскетбол. После подбора в защите сразу команда бежит вперед. Ну и нам бы, конечно, это тоже хорошо, когда команды предлагают быстрый баскетбол, да? Динамика это всегда... Да, конечно, это и сразу игра такая яркая становится, больше ярких моментов. Что, конечно, только радует, да? Нас и вас, дорогие телезрители. А мы напоминаем, что вот у нас первая половина игры, 2 периода вот прошли. Это у нас бронзовый финал. Играют Ленский район и Хангаласский УЛУС. Что касается финала, то в борьбе за золото нашего чемпионата встретятся команды города Якутска и Нерюнгринского района. Тоже очень интересное противостояние нас с вами ждет в финале, который у нас начнется в 16:00. Этот финал также мы будем комментировать с Арменом. И также будем ждать у финалистов тоже такой же напряженной и яркой борьбы. Борьба за третье место у нас продолжается. Сейчас, как мы уже сказали, у нас будет не 2-минутный перерыв, как это случилось между первым и вторым периодом, а сейчас уже 5-минутный перерыв. Мы уже говорили о том, что последний раз вот на такой стадии, да, команды Ленского района и Хангаласского УЛУСа встречались также в борьбе за золото в рамках чемпионата республики. Случилось это в 2018 году. И тогда, как сказал Армен, тогда у нас победу праздновали хангаласские баскетболисты. На сегодня у нас преимущественно в счете ведет ленская команда. И это преимущество достигало даже вот 11 очков. Но хангаласские баскетболисты стали играть быстрее, сократили отставание. Ну вот сейчас можете посмотреть на табло как раз на общем плане. Прекрасно видно, и что осталось от этого преимущества. Собственно, ничего. 2 очка плюс у Ленского района. И в скором времени у нас через 1,5 минуты команды будут приглашены вновь на паркет. И у нас продолжится борьба
за право зайти на третью ступень пьедестала. Праздник баскетбола у нас завершается. Последний из 5 соревновательных дней. Есть вроде бы. Дорогие друзья, я хотел бы напомнить, что у нас бронзовый финал транслируется на телеканале «Мамонт», а также в видеохостинге YouTube, если я не ошибаюсь. Официально на основном канале НВК «Саха», да, все верно. Ну а также, дорогие друзья, вы можете установить приложение НВК «Саха», официальное приложение, благодаря которому вы сможете наблюдать не только спортивные трансляции, но и, в принципе, вообще смотреть, что в эфире. Смотреть вы там можете все наши телеканалы, то есть речь идет о НВК «Саха», «Мамонт», «Якутия 24». Все эти телеканалы доступны на этом приложении. Всех призываю установить эту программу себе на телефон. Будьте с нами 24/7. Ну что ж, мы тем временем готовы начать третий период матча бронзового финала. Ленский район на ваших телеэкранах готовится выйти на паркет. Вот с таким вот криком линчане выходит на игровую площадку, и сейчас начнется третий период. Напомним, счет 30-28 в пользу Ленского района. Минимальное преимущество. Ну а вот теперь уже на ваших телеэкранах сборная Хангаласского Улуса. Находимся мы по-прежнему в спорткомплексе «Стерх», где вот у нас в последнее время проводятся финалы чемпионата республики по баскетболу. На играх «Дитяди» в 2016 году тоже здесь проводились соревнования по баскетболу. Новый спорткомплекс, ну относительно, один из самых свежих спорткомплексов города Якутска. Это такой вот замечательный универсальный зал. В 2015 году, насколько я помню, ввели в эксплуатацию. Да, вот прямо в 2016 году, да, уже здесь проводили «Дети Азии». С мячом баскетболисты Ленского района. Так, мяч покидает пределы поля. И, как я понимаю, мяч останется у хангаласских баскетболистов. На кону бронзовые медали чемпионата республики. Ну и, как отметил Армен, нынче у нас лиг нету. Просто у нас в волейболе, в мини-футболе вот продолжают, да, вот делить команды на лиги. То есть есть сильнейший дивизион, первая лига, и есть второй по силе дивизион, вторая лига. Победитель второй лиги выходит в первую. Ну и в обратном порядке слабейшие коллективы из первой лиги опускаются во вторую лигу. У нас это не так, у нас все играют вместе. И давайте смотреть за этой атакой. Хангаласские баскетболисты с мячом. Вот в первой половине встречи мы с Арменом говорили о том, что действительно команда Ленского района очень рослая, габаритная. И баскетболисты из Хангаласского Улуса должны им предложить баскетбол более на высоких скоростях. Как обычно это работает против рослых команд. Ну, я думаю, во всех игровых видах спорта. И, собственно, что сделали, да, вот представители Хангаласского Улуса не отпускают своих соперников далеко вперед. И у нас сейчас счет равный 30-30. Но у нас ждут... Так, штрафной бросок. Виталий Говорухан на ваших телеэкранах. Не точно. Можно отметить, что вот у Ленского района по сравнению, допустим, с прошлым годом, позапрошлым годом, состав довольно такой, ну, обновленный. Молодежи очень много. Смена поколений идет, да? Да. Нерюнгинский район также, ну, так назовем, скажем, из ветеранов, которые каждый год играют, буквально 2-3 человека.
а остальные все молодые студенты, даже есть, насколько я знаю, школьники. Ну, на самом деле это здорово, нужно вот молодежь подпускать, да, к таким играм, наигрывать, ведь это будущая команда, и это, ну, конечно, это неизбежный такой процесс, да. Не могут же одни люди играть все время. И красота какая залетает, посмотрите, дорогие друзья. Вячеслав Ефимов, 3 очка. И сразу Вячеслав возвращается, помогать своей команде обороняться. И так, что тут у нас интересно? Фол. Павел Антонов получает 2-е персональное замечание. Ноздря в ноздрю идут команды. 33-33. Третий период. Предпоследний из 4 предусмотренных. Итак, смотрим. Точно. 34-33. И второй бросок. Смотрим. Виталий Говоруха. Второй тоже. Залетает 35-33. Вновь плюс 2 у Ленского района. И смотрим, что в свою очередь предложат представители команды Хангаласского Улуса. Есть 2 очка. Хороший крюк забрасывает Павел Антонов. Команда также сейчас начинает прессинговать. И какая борьба, да, вот внутри дуги у нас. Но мне кажется, немножко вот страсти подуспокоились во время перерыва. И сейчас я уверен, что обратно все разгонится. Да, к завершающей четверти все команды всегда стараются лидерами по очкам подходить. Вот, если по лидерам, допустим, пробежаться на текущий момент, вот в составе команды Ленского района у нас Гостев Дмитрий с 13 очками. И в команде Хангаласского Улуса Огарев Александр, 8 очков. — 37-38 сокращает отставание линчане. Хорошая игра под кольцом. Ну, вперед, да, вот вышли у нас хангаласские баскетболисты и удерживают это преимущество. Ну, вот, плюс 2, плюс 3. Сохранил мяч в поле, но мяч достался линчанам. Посмотрим, что они сейчас придумают. Звучит свисток. 3-е персональное замечание получает Огарев Александр. Я думаю, сейчас его заменит тренер. Да, у нас получается по 3 персональных замечания в составе Хангаласского Улуса у Огарева Александра и Артемьев Павел. Это у нас центровые команды в составе Ленского района с 4 фолами. Игрок под номером 10 Овчинников Максим. Попытка трехочкового броска. Ну а мы напомним нашим телезрителям, что до 5 у нас личных, да, вот, персональных замечаний. Ну а с 5-м уже у нас последует удаление. Вот у нас сейчас как раз на замену выходит Овчинников Максим. — 37-40. Плюс 3 у Хангаласского Улуса. Ну вот опять начинаем чувствовать, что у нас напряжение в воздухе все сильнее и сильнее. Бросок не прошел. Тем не менее, мяч остается у линчан. Подбор в нападение Говоруха Виталий. И 5 минут и 30 секунд еще есть в третьем периоде. Хороший бросок. Дмитрий Максимов. Отличная трешка. И счет 43-37 плюс 6 у Хангаласского Улуса. Хорошо тут в защите сыграли представители Хангаласского Улуса. И выход 1-0. Иванова Алексея. И команда Ленского района при счете 43-37 берет тайм-аут. 45. 37. Да, 45. Это у нас уже плюс 8. И как с этой атакой сразу линчане взяли минутный перерыв. Ведь плюс 8 это уже
такое существенное преимущество. И тренер Ленского района Николай Щеркин в срочном порядке взял минутный перерыв и постарается он внести коррективы. Тренер один из самых эмоциональных республики, можно назвать, Николая. Я думаю, наши телезрители уже пару раз его слышали по ходу этого матча, как наш зал заполнялся, да, его мощным голосом. Но посмотрим, как пойдет. Какие коррективы будут внесены. По итогам этого минутного перерыва. Итак, возобновляется у нас игра при счете 45-37 в пользу хангаласского Улуса. И чуть больше 5 минут остается играть в третьем периоде. Ну а Армен в начале нашей трансляции, ну ближе к середине на самом деле, он говорил о том, что действительно очень важно для команды обеспечить себе преимущество именно в третьем периоде. Я думаю, прекрасно это понимает обе команды. И сейчас нас с вами ждет очень интересная завершающая пятиминутка, завершающая именно вот третий отрезок игры. Очень широко играют линчане. Смотрите, как мяч у нас с одной бровки на другую перемещается. Но мы видели то, что была неточность, и мяч покинул пределы игрового поля, игровой площадки. Итак, плюс 6 у хангаласского Улуса. И смотрим. До конца атаки остается 5 секунд. Потеря. И сразу быстрая атака команды Ленского района. Мяч, кажется, не залетел, и хангаласский Улус, ну, неспешно идет в атаку, предпочитая вот организовать такую, ну, позиционную, да, атаку, и мяч перемещается. Попробует сыграть комбинацию. Так, у нас уже команда давненько не набирали очки, и вот, как сказал, ровно у нас линчане 2 очка. Да, Сидоров Сергей записали. 41-45. Плюс 4 у хангаласского Улуса. Напоминаем, что это у нас матч за третье место чемпионата республики по баскетболу. Женщины у нас уже отыграли. Осталось выявить чемпионов и призеров мужского дивизиона. В атаке хангаласский Улус, и хорошая игра под кольцом в прыжке. Мяч в сетку не угодил. Продолжается, тем не менее, атака. Убирает Артемьев Павел. И 3 очка от Дмитрия Максимова. Вот которая по счету, интересно, вот, трешка в исполнении Дмитрия? Вторая трёхка. Вторая трёхка. Он в третьем периоде реализовал 2 трехочковые. Это вот минутка юмора от Максима Овчинникова. Один из таких популярных мемов, если хотите так, да, вот когда бывают такие ситуации, когда упал, ну и хоп-хоп, отжался человек, все спокойно, все таки запланировано было. Ну, радует, да, то, что действительно, несмотря на то, что вот у нас идет бронзовый финал, все равно вот ребята могут и пошутить, но, конечно, настрой самый серьезный, в этом сомневаться не стоит. Итак, в атаке хангаласский Улус, 41-48, плюс 7 у них. Можно увеличить отрыв, и отрыв увеличивается. 50-41. Команда также продолжает прессинг зонный. 3 очка от Ленского района мимо. Но мяч остается у Ленского района. Мне кажется, линчане все чаще стали пытаться из-за дуги бросать. Какая борьба у нас идет, да, за выгодную позицию. Судьи у нас видят все моментально. Антонов Павел получает 3-е персональное замечание. Это 5-й командный фол у хангаласского Улуса. То есть сейчас Овчинников Максим будет пробивать 2 штрафных броска. Ну и давайте смотреть. Итак, первый бросок. Не точно.
41-50. Плюс 9 у хангаласских баскетболистов. Второй бросок. Второй залетает. 42-50. И сразу линчане возвращается на свою зону. Хорошая передача. Так, ну и Ленский район тоже вот не совсем спешно идет в атаку. Их соперники уже у себя. Еще одна попытка добить, так сказать. Тем не менее, сохранили мяч. Так, перепасовка внутри дуги. Есть у нас падение. Так, ну, спорный мяч. Так, мяч остается у Ленского района. На атаку остается 4 секунды. Так, уже меньше 3 секунд, и нужно дело довести до броска. Есть попытка. Вот, кстати, на нашей графической плашке это не отображается, но вот согласно правилам, да, вот команде дается 24 секунды 24 на атаку. секунды. Это мы видим на основном табло, но у вас, дорогие телезрители, к сожалению, такой возможности нету. Но те, кто знаком с правилами, примерно, наверное, ощущают, да, сколько примерно осталось. Итак, 50-42, плюс 8 у хангаласского улуса. Линчане идут вперед. Комбинационная атака. Так. Подбор остался за линчанами. И попытка трехочкового броска не точно. И уже контратака хангаласского улуса. И очередная трешка сейчас могла залететь. Но если трешки не идут, под кольцом попробуем. Гостев Дмитрий под кольцом накрывает Артемьева Павла, игрока номер 25. На перехвате здорово сыграл Дмитрий Белозеров. И сейчас его команда атакует. Еще одна попытка трехочкового броска. Меньше 40 секунд остается играть в третьем периоде. 50-42. Вот хангаласский улус вышел вперед и удерживает это преимущество. Даже вот потихонечку наращивает это преимущество. Мы помним, что в дебюте встречи у нас линчане вели в счете и вели с таким приличным преимуществом. У нас 11-22 счет был в один момент. И обидно, конечно, вот невнимательно сыграть, да, и, конечно, тут соперники сразу наказали. 44-50. Таков счет за 17 секунд. В нападении после потери Белозерова Дмитрий совершает фол. И команда Ленского района идет пробивать штрафной бросок. Очередной штрафной бросок. Давайте смотреть. И Александр Стариков. Да, Стариков на ваших телеэкранах. Смотрим. Не попадает. Но я отмечу то, что сейчас у нас на графической плашке не совсем точное время указано. На самом деле до конца периода у нас 17 секунд. Нет, все-таки. Меньше 2 секунд, да, получается. 1,7. Да, 1,7. И сейчас, конечно, будет предпринята попытка сразу. Ну что ж, смотрим завершение этой игры. Очка сирены от Дмитрия Белозерова. Да, Дмитрий, конечно, сегодня вот разыгрался, да? Хорошо. С дальним броском у него все хорошо. Мы все это поняли. После этого попадания Дмитрий Белозеров становится лидером команды по набранным очкам. На его счету 14 очков. Ленский район, в составе Ленского района Гостев Дмитрий также 13 очков в третьей четверти. Ну, я так понял, он еще очки не набирал. У нас 53-45 в пользу хангаласского улуса. И в скором времени у нас начнется, дорогие друзья, последний период. Напоминаем, что в случае ничьи у нас также экстра тайм.
предусмотрен правилами. Ну а сейчас вы можете насладиться в замедленном действии самыми яркими моментами минувшего периода. Напряженная борьба у нас в этой встрече наблюдается. Напоминаем, что это у нас игра за 3-е место. Есть у нас и трехочковые, есть у нас борьба. Она также наблюдается. Есть у нас и красивая игра под кольцом. Ну и ошибки, конечно, тоже. Куда же без них? Не знаю, как насчет баскетбола, но в футболе вот говорят, точно не вспомню, кто именно сказал, но очень умная мысль. Футбол — это игра, основанная на человеческих ошибках. Потому что в команде вида спорта, как и в любых видах спорта, у нас же выступают не роботы. Да, я думаю, то же самое можно сказать и про баскетбол, и про волейбол. Итак, все готово для старта 4-го периода. 53-45 впереди Хангаласский Улус. Я думаю, во время перерыва вы, дорогие телезрители, могли услышать Николая Ещеркина. Ну, естественно, он не совсем доволен действиями своей команды. Его подопечные выступают. И посмотрим, как они себя проявят в этом отрезке. Глазеров Дмитрий сбивает 2 очка, но мяч не засчитан, так как он заступил за лицевую линию. За всем очень внимательно следят судьи. Вот сейчас у нас Да, немножко кстати, футбола, да? Да, про судьи. У нас бронзовый финал судят Спиранский Максим, город Якутск, и Вересокин Александр, город Неринга. В таком составе работает у нас судейский коллектив в этом матче. Так, 47-53. У нас Георгий Рыжев, видимо, удивлен решением судьи. Судьи сигнализирует о том, что, видимо, правила не нарушал. Попытка трехочкового броска на подборе английские баскетболисты. Можно под кольцом сыграть. Так и есть. Мяч подбирает Дмитрий Белозеров и сразу же забивает. Зарабатывает очередные 2 очка. В очередной раз под кольцом хорошо играет Дмитрий. Хороший быстрый отрыв от Ленского района. Молниеносный ответ, да? 49-55. И будет попытка на подборе. Хорошо. Очередной подбор нападения выбирает Дмитрий Белозеров. И вот как вывели. Не получилось. Хорошо-то вывели, как на бросковую зону, да, из-под кольца. Александр, да, промахивается из-под кольца, но Иванов Алексей попытался добить, но, к сожалению, игрок команды Ленского района совершил фол. И он сейчас встает на линию штрафного броска. Так, Алексей Иванов. Точно. И второй бросок. Смотрим. Мимо. А вот второй не залетел. И у нас 56-49. И как быстро, да, вот линчане стали уходить в контратаку. Какая передача! Чуть не точная, к сожалению. Задумано было здорово. Так, у команд еще остались силы, продолжает прессинговать. И Ангаласский Улус. Ленский район также после подбора сразу же пытается быстро атаку сделать. Так, потеря команды. Говорухов Виталий совершает пробежку. Итак, смотрим. Плюс 7 у Хангаласского Улуса.
Комбинационная атака. Хорошо держит мяч баскетболисты хангаласской команды. И хорошо доводит мяч вновь. Но тут с двух попыток не получилось все-таки запихать, да, мяч в кольцо. И надо возвращаться и защищаться. Меньше 8 минут остается играть в заключительном периоде. Хороший бросок. Гостев Дмитрий. Первые очки после второго периода. На его счету уже 15. Так, с мячом баскетболисты Хангаласского улуса. Артемьев Павел совершает нарушение 3-секундной зоны. И смотрим за атакой Ленского района. Этот бросок лучше передачи. Да, нужно. Ну, в любом случае подбор на счету Гостева Дмитрия. И он добавляет 2 очка. Сократили отставание линчане. 56-53. Неточная передача и потеря. Надо, кажется, минутный перерыв брать. Баскетболистов Хангаласского. Ленский район сократили отрыв до 3 очков. Ну и сразу же тренер команды Хангаласского улуса Вострецов Александр берет тайм-аут. Ну и тут, да, на последних минутах могли вот необязательные ошибки, да, наблюдать в исполнении хангаласских баскетболистов. Может, давление, да, но тут даже если какие-то серьезные корректировки не внести, да, в рамках этого минутного перерыва, вот просто даже полезно будет просто поставить, подышать, да, успокоиться. В принципе, игрок совершает такие потери, это последствия, конечно же, усталости, на фоне усталости точнее. Да, и сейчас отрыв-то 3 очка. А до этого мы помним, вполне себе комфортное преимущество было. Но линчане нагнали. Итак, минутный перерыв у нас завершился. Мы продолжаем смотреть за самыми яркими, наблюдать за самыми яркими моментами текущего периода. И возвращаемся на площадку. На ваших телеэкранах был Александр Вострецов, главный тренер команды Хангаласского улуса. Уверен, очень тщательно он поговорил с командой. И 3 залетает. Счет равный, дорогие друзья. 56-56. Липцов Андрей сравнивает счет трехочковым попаданием. Как хорошо прошел. Судьи зафиксировали пробежку Ефимова Вячеслава. Итак, счет равный. И, да, дорогие друзья, очень напряженная концовка нас ждет. В принципе, про всю эту встречу можно так сказать. Так, мяч в поле, можно играть. И сейчас... Хорошую скидку Да, совершает Макаров Владимир на Артемьева Павла. И Хангаласский улус выходит вперед с минимальным преимуществом. Да, здорово разобрались. Плюс 2 у Хангаласского улуса. 58-56. Линчане с мячом. Смотрим. Бросок неточный. И Ленский район не успевает реализовать атаку. Ну и видим то, что очень тяжело, да, бороться против линчан. Именно в плане физической борьбы. Смотрим, какие крупные ребята играют за Ленский район. Попробуй потолкайся с такими. Точный бросок. 2 очка Максимов Дмитрий. И после забитого мяча, видимо, тренер
дал команду во время тайм-аута сразу прессинговать. Еще 2 очка. 62-56. И смотрите, на каких скоростях у нас пошла игра. Хороший блокшот от Антонова Павла. Длинные передачи у нас стали сейчас чаще использоваться. Так, что тут у нас? Судьи зафиксировали пробежку Иванова Алексея. 56-62. В пользу Хангаласского Улуса. Мяч сейчас у баскетболистов Хангаласской команды. Давайте смотреть. Ну что, пойдут сейчас карусели? Нет, перехват, и ленчане сейчас бегут вперед. 4 в 3 вышли, их сейчас, конечно, разыграют. Не получилось. Но на подборе. Костя Дмитрий, да, промахнулся, но он же подобрал мяч. И на себе зарабатывает очередной фол и встает на линию штрафного броска. Так, смотрим. Дмитрий Гостев. Ну а тем временем на площадке сейчас на ваших телеэкранах Дмитрий Гостев. Давайте смотреть. 2. Так, смотрим. Первый не точно. Вот до конца 4-го периода у нас остается 4 минуты. Второй бросок тоже не залетает. И смотрим. Очень важный отрезок, решающий отрезок. Плюс 6 у Хангаласского Улуса. И здорово, 2 очка. 64-56. Что предложит линчане? Смотрим. Борьба под кольцом. Звучит свисток. 4-е персональное замечание получает игрок команды Хангаласского Улуса Антонов Павел. Ну и очередная возможность сократить отставание. Не точно. Еще раз. Не залетает, видим. 3-й штрафной бросок. Да. Ленский район мажет. Хотя хорошо такая возможность догнать соперника. Но второй все-таки бросок получается. И у нас 57-64. 3 минуты 45 секунд остается до конца 4-го периода. Фол Гостев Дмитрий и Антонов Павел встает на штрафной бросок. Команда Ленского района при счете 64-57 берет минутный перерыв. Ну, смотрим на время. 3 минуты 40, да? Это более чем достаточно. Да, конечно. И времени достаточно, как Да? говорится, минус 7 всего лишь у Ленского района. Случиться может все что угодно. Да, счет рабочий. Вот интересно, в баскетболе вот часто бывает такое, что команда наглухо запирается. После, имеете в виду, преимущества? Да, вот есть преимущество определенное, и под концовку встречи начинается там вязкая борьба, там, не знаю, пожестче играть. Да, конечно, там уже начинаются тактические фолы. В принципе, до 5-го фола команду можно фолить, тем самым не давать реализовать бросок сопернику. Ну, плюс, как я до этого говорил, втянуть время на атаку дается 24 секунды, то есть можно по 20, по 23 секунды владеть. Но пытаться максимальное большее количество времени Да, на каждую атаку, меньше, да, сопернику. Ну что ж, давайте смотреть. Сейчас у нас штрафной бросок. Команда Ленского района набрали 4 командных замечаний. То есть каждый последующий фол будет пробиваться штрафным броском. И Павел Антонов с первым броском уверенно справился. Смотрим. Второй, да. Второй сразу прессинг.
2 из 2. И да, действительно смотрим, остались все на чужой половине, да? И каждый по игроку работает. Так, гостью Дмитрий мимо, но подбор остается за Ленским районом. И гостью Дмитрий зарабатывает очередные 2 очка. Счет у нас 66-59 в пользу Хангаласского улуса. Плюс 7 у Хангаласского улуса. Стык такой. Приличный у нас получился. Так, судьи зафиксировали фол на падении у игрока под номером 10 Ленинского района Овчинников Максим. И он покидает площадку с 5 фолами. Да, вот как раз говорили мы по ходу сегодняшней трансляции, то, что у нас до 5 фолов можем накопить, а потом уже превращаемся в зрителя, да? Итак, смотрим. Меньше 3 минут остается, и время сейчас, конечно же, играет в пользу Хангаласского улуса. Рыжов Георгий совершает попытку трехочкового броска, и на нем фолит Иванов Алексей. Нет, Антонов Павел. И у него это 5-й фол, и он тоже становится зрителем. Присоединяется к вам, дорогие наши телезрители. Да, остается только болеть за команду. И Георгий Рыжов на ваших телеэкранах. Второй тоже есть. 2 из 2. Стабильно. 3 из 3, так как у него была попытка трехочкового броска. Ну что ж, отставание в счете у нас сократилось. Так. Быстрая атака от команды Хангаласского улуса. И Дмитрий Белозеров приносит 2 очка своей команде. При этом еще зарабатывает фол. Еще один штрафной бросок. И Дмитрий Белозеров. Точен. Перехват. Ну, такое не прощается, да? Хороший прессинг, перехват и сразу быстрая атака. В принципе, прессинг приносит свои плоды. Да, вот действительно, плод такого прессинга, да, активного. Как раз таки смысл именно перехватить, заставить соперника ошибиться на передачах. Ну, счет у нас, в принципе, уже в сумме 2 команды набрали 133 очка. Еще играть 2:40. Хорошая результативность команды показывают. Да, и 2 минуты 38 остается до конца 4-го периода. 71-62. Впереди Хангаласский улус. Ну, преимущество-то уже достаточно давненько перехватили баскетболисты Хангаласского улуса. Удерживает это преимущество. И вот сейчас под конец встречи вот увеличили. Получается до плюс 9. Комфортное преимущество. Да, я думаю, сейчас они будут стараться уже больше атаки проводить по 20 секунд. Сливать время. Затяжные такие атаки, да? Да. Мы знаем то, что вот предусмотрено 24 по правилам. Ну, а как будет действовать Ленский район, тоже очень интересно. Им, наоборот, как раз-таки надо быстрее атаковать. Как можно быстрее. И в завершающей фазе быть максимально сконцентрированными. Попытка перехватить мяч Ленс, игроком Ленского района. Хорошо увидел своего сокомандника. Под кольцом был практически один, никто не мешал. Но 2 очка записать свой актив в этой атаке не получилось. Посмотрим, что предложит Ленский район. Попытка трехочкового броска. Не точно. Вот сейчас каждая ошибка уже, она
дороже стоит для линчан. Ну, у нас остается минута 52 секунды, и команда Ленского района уже начинает тактические фолы. Ну, команда знает, что соперники сейчас будут тянуть атаку, по 20 секунд делать, соответственно, им уже меньше времени остается на то, чтобы догнать. Алексей Иванов. Первый мимо. Как мы видим, на заднем плане у нас разминается команда Нерюнгринского района и города Якутска. Да, еще раз проанонсируем то, что у нас в финале встречается Якутский и Нерюнгри. Эта игра у нас начнется в 16:00. Также эта встреча будет транслироваться на телеканале «Мамонт», на основном YouTube-канале НВК «Саха», нашем приложении. Ну и также эта встреча будет у нас идти в эфире НВК «Саха». Приглашаем всех любителей спорта насладиться решающей игрой этого праздника баскетбола под названием «Чемпионат Республики». Итак, минута и 16 секунд до конца четвертого периода. Попытка дальнего броска. 71-62. Ну вот то, о чем мы говорили. Затяжная атака Хангаласского Улуса. Подбор в нападении совершил Чуев Денис, тем самым дал еще возможность на 14 секунд атаковать. Минута остается. Напоминаем, что это у нас борьба за бронзовые медали нашего турнира. Линчане в атаке. Еще одна попытка трехочкового броска. И ух, тут на перехвате. Неудачная попытка Артемия Павла передать мяч сокоманднику, и перехват совершает Ленский район. И быстрая атака хангаласцев, и 2 очка приносит в копилку команды Чуев Денис. Меньше 30 секунд остается играть. Но тут с двух попыток не получилось. Ну, можно сказать, но тут уже можно поздравлять, да? Последняя атака. Да. Команда по традиции, которая выигрывает, старается не атаковать последний мяч из уважения к сопернику. В принципе, что и совершает Хангаласский Улус. Что мы и видим, да? И со счетом 73-64 у нас победу одержала команда Хангаласского Улуса. И, соответственно, эта сборная становится у нас бронзовым призером чемпионата республики по баскетболу. Поздравляем мы Александра Вострецова, его коллег по тренерскому штабу. Поздравляем мы баскетболистов Хангаласского Улуса и, ну, конечно, уроженцев Хангаласского Улуса. Сегодня бронза, как и в 2018-м, да? У Хангаласского Улуса. Последний раз, как мы уже говорили, встречались эти команды на этой же стадии, то есть в бронзовом финале в 2018 году под сводами Дворца спорта 50 лет победы. Как и в том случае, у нас сегодня победу одержала сборная Хангаласского Улуса. Сейчас мы посмотрим повторы интересных, ярких моментов минувшего периода. Много сегодня было борьбы, и в начале встречи вот Хангаласский очень хорошо начал эту встречу, плюс 5 себе быстренько сделал в самом дебюте встречи, но затем ленские баскетболисты как бы нейтрализовали эту разницу в счете, и потом вышли вперед, и доходило у нас дело до того, что счет был 22-11, то есть на Х2 преимущество было у Ленского района, но затем Хангаласский Улус активизировался, стал действовать агрессивнее, точнее, быстрее, и, собственно, благодаря чему вот вышла вперед команда. Ну, может быть, поначалу и маленькое преимущество, но и затем баскетболисты Хангаласского Улуса укрепили свое преимущество, постоянно держали преимущество и, собственно, добились победы.
Ну что ж, дорогие друзья, мы пока что на этом с вами прощаемся, но напоминаем, что у нас 16:00 будет финал, главная игра этого чемпионата, в рамках которой у нас на этой площадке сойдутся сборные команды города Якутска и Нерюнгринского района. Приглашаем вас всех 16:00, ну а сейчас мы прервемся на перерыв. До скорых встреч в эфире. Также победительница. Здорово.